ждем хороших результатов в этом году. Вот. Вместе работать надо с агрономами. Ривкат Гиззатуллин рассказывает о своей пасеке. Пчеловодством пенсионер занимается 18 лет. Сейчас у него 11 ульев. В прошлом году было 50. Перед медоносным периодом Ривкат Гиззатуллин потерял сразу сотни тысяч пчел. Они отравились едохимикатами, которыми обрабатывали соседние поля. Но доказать это не смог. Вот сказали, вот сейчас взять надо анализы с поля, анализ взять подмора и везти в лабораторию. И 30 тысяч заплатить за это. Я не миллионер, конечно. 30 тысяч для меня много. В прошлом году в республике зафиксировано 10 случаев пчелиного мора. В этом году с такой проблемой в Минсельхоз обратились пчеловоды из Апастовского и Лаишевского районов. В последнем массовый мор насекомых произошел после обработки гороха едохимикатом. Комиссия отработала на 100%, отобрали пробы, и сейчас уже, наверное, будет решаться в судебном порядке. Ранняя весна повлияла и на пчел, и на развитие вредителей, как уже сказали, то, что вредителей в этом году достаточно много, бороться надо, и надо таким образом подходить к вопросу, чтобы борьба была, борьба с вредителями не наносила вред пчелам и, в принципе, окружающей среде. Вся проблема в том, что аграрии вовремя не уведомляют об обработке полей. Пчеловоды не регистрируют свои пасеки, а значит, их нет в реестре, и фермер не всегда знает, что рядом находятся ульи. Иногда используются ядохимикаты повышенной опасности. Об этом сегодня говорили в Минсельхозе. Сейчас в республике официально числится 11 тысяч пчеловодов, но в реальности их больше. Должно быть обязательно регистрация. И люди, сельхозтоваропроизводители, должны знать, что именно здесь есть пасека, регистрирована. Тогда у него будут законные права. Но если ты на птичьих правах, ты каким образом можешь претендовать на какие-то, возмещения? Для решения проблемы в России создали информационную систему «Сатурн». Аграрии обязаны зарегистрироваться в ней и уведомлять, какие препараты они используют в работе. Но на данный момент там числится лишь 800 хозяйств. Это цифра по всей стране. Как показывает практика, 90% хозяйствующих субъектов вообще не работают в этой системе. То есть не оформляются площадки, не оформляются уведомления о внесении. Хотя мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время происходит активная фаза внесения пестицидов, инсектицидов, подкормки и так далее. Сейчас обработки полей агрономы республики используют порядка 60 едохимикатов. Вот гибель пчел из-за инсектицидных обработок. Но я уже сказала, альтернатива есть, адаптивные технологии – это поздний пассив рапса. Сейчас Минсельхоз пытается наладить диалог между аграриями и пчеловодами, чтобы соблюсти интересы каждого. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.